В самом сердце Азии находится древняя Уйгурская земля. Здесь есть и бескрайние пески пустыни Такламакан и ледники заснеженных вершин Тяньшаня. Здесь были шумные города Разиса и кочевники на пастбищах, следующие за водой и травой. На протяжении долгих веков это был перекресток Евразийского континента, сцена, где сталкивались, обменивались и сливались восточная и западная цивилизации. Тысячи лет от 36 государств древнего Уйгурского края до караванов, торговцев и монахов из Индии, Персии, Венеции и арабского мира, Уйгурская земля всегда была местом, соединяющим цивилизации. Это место, где разворачивалась история человечества, распространение и трансформация религий, взаимодействие и слияние народов. История уйгуров сложна и многогранна. В этом выпуске мы начнем с доисторических цивилизаций, пройдем через караваны шелкового пути, станем свидетелями взлетов и падений уйгурских государств. Мы называем уйгурскими и те государства и народа, что тысячелетиями жили здесь еще до прихода уйгурского каганата. Их включение и ассимиляция стали основой сложносоставного этноса и цивилизации современных уйгуров. Археологические находки показывают, что уже в позднем палеолите здесь обитали люди. В пещерах Джунгарской котловины археологи обнаружили каменные орудия возрастом около 40 тысяч лет. Уйгурский край расположен в центре Азии, окруженный горами Тяньшань, а внутри – Таримская и Джунгарская котловина, которые хребты Тяньшаня делят в Уйгурии на северную и южную части. Южная Уйгурия, Таримская котловина, окруженная бесчисленными оазисами, породила самые ранние земледельческие общины и поселения. Степи и озера Северной Уйгурии, а также южные предгорья стали плодородной почвой для расселения кочевых племен. Такая географическая структура с самого начала предопределила двойственность уйгурской земли, мир оазисов и мир степей, сосуществование земледельческой и кочевой цивилизаций, их взаимодействие и переплетение стало самой ранней исторической основой уйгурского этноса. В сухих песках Таримской котловины в могильнике в пойме реки Кончидария сохранились мумии возрастом 4000 лет. Их лица носят характерные черты европеоидных народов. Лорелин – одно из самых загадочных имен в истории уйгурского края. Именно здесь нашли мумию праматери уйгурского народа, возрастом 4000 лет. Как оазисное царство на шелковом пути, Лорелин некогда процветал, но в истории он внезапно исчез. Археологи обнаружили, что его культура бронзового века тесно связана с культурами Средней и Западной Азии. Ифрит стал самым ранним связующим звеном между уйгурским краем и цивилизацией центральных равнин Китая. Еще в эпоху Шанчжоу нефрит из Хотана уже доставлялся далеко в центральные равнины, где считался символом царской власти и жертвоприношений. Если доисторический и ранний уйгурский край был миром выживания на оазисах и степях, то с началом исторического периода эта земля постепенно вышла на более грандиозные сцены. Начиная со II века до нашей эры край перестал быть лишь окраинными пустынными оазисами, а стал мостом для обмена между восточной и западной цивилизациями. В этот период на историческую сцену вышли различные государства уйгурского края. Это были небольшие оазисные царства, расположенные вокруг Таримской котловины и по обе стороны Тяньшаня, такие как Лорелин, Куча, Карашар, Хатан, Кашгар. Они были малы, но имели большое значение из-за своего расположения на ключевых торговых путях. Каждый оазис был и местом жизни, и цивилизационной станцией. Еще в истории династии Хан, Хан Шу, в разделе «Описание западного края» записано о 36 государствах уйгурского края. Это были еще не государства в строгом смысле, а скорее каждый оазисный город – государство. Эти оазисные государства зависели друг от друга и в то же время конкурировали между собой. Их судьба часто зависела от противостояния внешних сил. Хунну с севера, династия Хан с востока, персидский и греко-эллинистический миры с запада с вожделением смотрели на эти земли. В конце III – начала II века до нашей эры мощная сила северных степей, империя хуннов, пронеслась по уйгурскому краю, заставив многие оазисные государства подчиниться и платить дань. После вступления на престол императора Уйджи, столкнувшись с долгосрочной угрозой со стороны хунну, он решил открыть путь в западный край, чтобы отрубить правую руку хунну. Так, в 138 году до нашей эры Джан Цан был отправлен с посольством в западный край,
положив начало официальным контактам династии Хан с Уйгурским краем. Жан Цан привез обширную информацию о Западном крае. Его посольство впервые дало центральным районам систематическое представление об уйгурской земле. Что еще важнее, эта экспедиция проложила путь древнему Китаю в Западный край, став началом шелкового пути. Торговый обмен между Востоком и Западом стал процветать. Шелк, фарфор, железные изделия перевозились из Китая на Запад, а виноград, специи, грецкие орехи и породистые лошади прибывали с Запада. Это был не просто торговля товарами, но и взаимопроникновение культур. Греко-эллинистический художественный стиль, проникнув в уйгурский край, повлиял на буддийскую скульптуру. Буддизм укоренился и расцвел, чтобы в конечном итоге распространиться на восток, в Китай, Японию и Корею. Шелковый путь был сложной сетью дорог. Южный путь проходил через Лорелен, Хатан, огибая южный край пустыни Такламакан. Северный путь проходил через Куча, Караша, следуя южными предгорьями Чиншаня. Средний путь пересекал глубины пустыни. Хотя он был опасен, но значительно сокращал расстояние. В период правления императора Уджи был учрежден протекторат Сиюй-Духуфу. Это был первый случай в истории, когда на уйгурской земле было создано официальное административное учреждение Китая. Протекторат находился в Алее, в районе нынешнего Бугура. Его обязанностями было отражение атак хунны. В эпоху Восточный хан генерал Бан Ча с 36 людьми отправился с миссией в Западный край, и ему удалось добиться договора с более 50 государств. Однако влияние династии Хан не было постоянным. Хунны, Синьбэй и другие силы вновь активизировались. Государство уйгурского края то подчинялось, то сопротивлялось. В период троецарствия взаимодействие Хан с Западным краем постепенно ослабевало. Но даже в этих условиях движение торговых караванов по шелковому пути не прекращалось. Разъясное государство по-прежнему продолжало служить перевалочными пунктами для обмена между цивилизациями. Уйгурский край подготовил почву для распространения буддизма в Китае и расцвета шелка в эпоху династии Тан. Когда слава Восточный хан угасла, уйгурский край, напротив, вступил в новую эпоху. Власть династии Хан перестала существовать, а шелковый путь стал еще более оживленным. В этот период уйгурский край был не только важным торговым путем, но и ключевой зоной для распространения религии и культуры. Именно на уйгурской земле буддизм совершил великий скачок из Индии на восток, став важной силой, формирующей китайскую цивилизацию и искусство. Разъясные города-государства уйгурского края стали перевалочными пунктами для распространения буддизма на восток, в Китай, Японию и Корею. Буддизм, опираясь на оазисы уйгурского края, шаг за шагом продвигался на восток. Здесь нельзя не упомянуть Кумарадживу. Умараджива родился в царской семье в городе Куча, отец из Индии, а мать уйгурка, он был хорошо сведущ в буддизме и языках. А позже он руководил переводом буддийских текстов в Чиньяне. Его переводы установили образцовый стандарт для китайских переводов буддийских сутр. Классические тексты «Алмазная сутра» и «Сутра лотоса» именно переводы Кумараджива. Можно сказать, что без Кумараджива развитие китайского буддизма было бы совсем иным. Пещеры Кызыл – одни из самых ранних и крупных в Центральной Азии и Китае. Фрески выполнены как в буддийском, так и греко-эллинистическом стиле. Пещеры Кумтура называют историческими книгами в настенных росписях. Пещера Магара в Дунхуане. Их расцвет тесно связан с буддизмом уйгурского края. Многие художественные приемы и сюжеты происходят из Кучи и Хатана. Пока в Китае бушевала война, торговля на шелковом пути по-прежнему процветала. Уйгурские купцы стали важным мостом, связывающим Восток и Запад. Они торговали шелком, пряностями, нефритом, а также привозили музыку и танцы. В то время в Чиньяне и Лаяне был популярен танец Хусюань. Этот стремительный танец происходил из уйгурской Кучи. В эпоху династии Тан в придворной жизни повсюду присутствовала музыка уйгурского края. Император Тайцзун династии Тан направил знаменитых полководцев Хару Цзуньцзи, Суджинфана в походы против Гаочана и Кучи для установления контроля над уйгурским краем. В 640 году правитель Гаочана не подчинился, и его государство было уничтожено войсками Тан. Династия Тан учредила в уйгурском крае ансийский протекторат,
сделав своей резиденцией Кучи. Шелковый путь в эпоху династии Тан достиг невиданного расцвета. Чиньян стал космополитичным городом, где собирались уйгуры, персы, сакджийцы, арабы. Шелк, фарфор, чай непрерывным потоком шли на запад, а стекло, пряности, виноградное вино с запада хлынуло в Китай. В эпоху Тан буддизм продолжал процветать, и монахи из уйгурского края играли важную роль. Сюань Цзэн отправился на запад, следуя по шелковому пути в Индию за священными текстами. Его наблюдения и услышанное были записаны в записках о западном крае эпохи Великий Тан, став важным источником для изучения уйгурского края и Индии. Буддийское искусство эпохи Тан также испытало глубокое влияние уйгурского края. В большой пагоде диких гусей, Таянта, в гротах Лунменя до сих пор можно увидеть тот самый экзотический стиль, пришедший по шелковому пути. Однако уйгурский край в эпоху Тан не был спокойным. С возвышением Тибетской империи между Тан и Тибетом развернулась острая борьба за уйгурский край. Тибетские войска неоднократно вторгались в этот район, нападая на войска Тан. 4 гарнизона Анси стали яблоком раздора, за которое стороны сражались снова и снова. Эта война на истощение принесла в регион нестабильность, но к этому времени возник новый степной гегемон, уйгурский каганат, и торговля по шелковому пути встала под защиту уйгурских каганов. Уйгурский каганат стал союзником империи Тан и не раз спасал ее от краха. Если в периоды Хан и Тан уйгурский край был центральной сценой расцвета шелкового пути и распространения буддизма, то с наступлением Средневековья этот регион встретил новый поворотный момент. С упадком династии Тан этот район не лишился стабильного покровительства. Новые силы, уйгуры и позже монголы, один за другим вышли здесь на сцену, преобразуя политическую, религиозную и культурную структуру этой земли. В этот период уйгурский край уже окончательно перешел под контроль уйгурского каганата и стал чиглом религии и цивилизаций. Буддизм, манихейство, несторианство и ислам поочередно распространялись здесь. После основания уйгурского каганата в 744 году он быстро превратился в главную силу в степи. Во время восстания Ан-Лушаня император Сюань-Цзун династии Тан обращался к уйгурам за помощью. Уйгурская железная конница подавила мятеж, и с тех пор династия Тан стала выплачивать ежегодную дань уйгурскому каганату, и отношения между двумя империями стали очень тесными. Уйгуры строили процветающие города, возводили буддийские монастыри, развивали ремесла. Уйгурская знать исповедовала манихейство, но буддизм по-прежнему был широко распространен. Несторианство также проникало в уйгурский край. Уйгуры, переселившиеся в оазисы, принесли с собой свою письменность, религию и имперские институты власти, ассимилировали местные народы и глубоко повлияли на направление их развития. В IX веке уйгурский каганат под влиянием многолетней засухи в степи распался, и уйгуры мигрировали в оазисы Турфана, Ганчжоу, Кашгара и другие места. В конце IX века уйгурская династия Карахана правила в Кашгарской и Ферганской долине. Правитель Сатуг Буграхан первым тайно принял ислам, отказавшись от веры предков. С этого времени ислам стал вытеснять тенгри, буддизм и манихейство. Началась религиозная война с уйгурским, турфанским и джикадом. Буддийские монастыри разрушались, началось строительство мечетей. Процесс исламизации не был одномоментным. Он занял сотни лет постепенного проникновения и конфликтов. Ислам коренным образом изменил религиозный ландшафт Кашгарского ханства и глубоко повлиял на последующую уйгурскую историю. Уйгурское письмо заменили арабским, а самоназвание уйгур заменили на мусульманин. Хотя ислам постепенно становился основной религией в Кашгарском ханстве, Турфан продолжал традиции уйгурского каганата и оставался многорелигиозным государством, и связь с Китаем оставалась очень тесной, а шелковый путь по-прежнему был важной нитью, связывающей обе стороны. В XIII веке монгольская армия пронеслась ураганом по Евразии, и турфанское дикутство стал мозговым центром на обширной территории Монгольской империи, от Пекина до Тебриза, от Древней Руси до Индии. Турфанский Идикут Барчуг был наречен пятым сыном Чингисхана и породнился с чингизидами династическим браком. После смерти Чингисхана его сын Чагатай получил в удел уйгурский край, основав Чагатайский улус. Под властью монголов уйгурский край стал важным звеном шелкового пути. Уйгурские караваны сновали по его землям, торговля была невиданно оживленной.
Монголы придерживались относительно терпимой религиозной политики, и буддизм, ислам, несторианство продолжало сосуществовать. Однако по мере исламизации Чагатайского улуса ислам вновь укрепил свои позиции в Уйгурском крае. После падения монгольской империи Юань в 1368 году Чжу Юаньшан основал династию Мин в Китае. Для Минского двора Уйгурский край не был территорией прямого управления. Связь поддерживалась через вассальные отношения и систему цзимэй – гибкого умиротворения. Династия Мин в основном опиралась на коридор Гансу вплоть до Кумыла, как на форпост, ведущий в Уйгурский край. В годы правления императора Чэнцу династии Мин в Кумыле была учреждена административная единица Вэй, назначен военный губернатор Дуду, чтобы усилить контроль над воротами в Уйгурский край. Однако влияние династии Мин не распространялось дальше района Кумыла, на самой восточной границе Уйгурского края. К эпохе Мин процесс исламизации вступил в новую стадию. Хотя в Турфане еще оставались буддийские памятники, с расширением влияния ислама буддизм постепенно вытеснялся. В 1644 году династия Цин сменила династию Мин в отношении Уйгурии, и Цин проводила более активную стратегию. В 17 веке одно из монгольских племен, Джунгара, возвысилось на северных склонах Тяньшаня, став могущественным противником династии Цин. Они контролировали районы Ила, Тарбагатая и Чугучак, и благодаря предательству лидера исламистов Актаглыка Пакходжа захватили Уйгурское Яркентское ханство и основали Джунгарское ханство. В середине XVIII века император Цинлунь начал масштабную военную кампанию против Джунга. В 1755 году цинские войска выступили в поход, и Джунгарское ханство пало. В начале XIX века в Кашгаре, Хатани и других местах неоднократно вспыхивали восстания. Цинский двор много раз направлял войска для их подавления, но не мог искоренить уйгурское сопротивление. Империя Цин уничтожила Джунгар, и это изменило расклад сил в Уйгурии. Уйгурский ходжа из секты Актаглык, Белая гора, подняли восстание. Цинлун направил войска для подавления и усмирения мятежа, включив Яркент, Хатан и другие территории в состав империи Цин. Предательство Пакходжа в конце концов привело к тому, что Уйгурский край присоединили к Китаю и переименовали в Синьцзян, что означало «новые территории, новые границы». Династия Цин разместила войска восьмизнаменной армии и армии Зеленого знамени – Люян. В Кулдже и Кашгаре стали создаваться военные китайские поселения – Тунцян. В то же время китайская культура стала проникать в Синьцзян. Книги на китайском языке, конфуцианство, театр и музыка начали распространяться в пограничных районах. Войска династии Цин один за другим захватили множество оазисов к северу и югу от Чиншаня. Юнский двор учредил в Синьцзяне административные и военные учреждения, осуществив беспрецедентную по масштабам форму прямого управления. Однако могущество династии Цин постепенно приходило в упадок, а влияние западных держав шаг за шагом приближалось. В период с 19 по начало 20 века Синьцзян превратился в передовой театр мировых имперских игр. В годы Цзяцин и Дагуан контроль цинского двора над Синьцзяном постепенно ослабевал. Внутри уйгурского общества борьба религиозных сил также разгоралась все сильнее. Длительный конфликт между двумя основными исламскими течениями – Актаглык, Белая гора и Каратаглык, Черная гора – приводил к постоянной социальной нестабильности в Южном Синьцзяне. В середине XIX века в Китае разразилась опиумная война, и могущество империи Цин резко ослабло. В то же время Россия, расширяясь в Среднюю Азию, пошла в прямое противостояние с империей Цин в районах Ила, Тарбагатая и других. После укрепления контроля над Индией, Британия постепенно расширялась в Кашмир и Афганистан, с вожделением поглядывая на Синьцзян. Соперничество Британии и России за Среднюю Азию, известное как «большая игра», сделала Синьцзян ключевой фигурой в этой геостратегической партии. Синьцзян того времени был уже не просто западной окраиной Китая, а важной шахматной доской в международных отношениях. В середине XIX века в Синьцзяне произошла серия потрясений, ставших важным поворотным моментом в его новейшей истории. Восстание тайпинов и мусульманское восстание на северо-западе ввергли регионы Гансу и Синьцзян в пучину войны. В 1865 году военачальник из Каканского ханства Якуб Бек захватил Кашгар, объявив о создании уйгурского ханства Ятишар. С уйгурским государством Ятишар установили дипломатические контакты Англия, Россия,
Турция и другие государства. В то время империя Цин была поглощена проблемами, и Синьцзян почти полностью освободился от Китая. В момент кризиса Цинский двор направил военачальника Цзо Цзунтана в поход, начав военную и политическую операцию, имевшую далеко идущие последствия. Цзо Цзунтан повел войска из Ганцю, приняв стратегию сначала север, затем юг, постепенно возвращая под контроль различные районы Синьцзяна. В 1877 году Якуб Бек умер, и уйгурское государство распалось. После тяжелых боев Синьцзян снова был завоеван империей Цин. После завоевания Уйгурии Цинский двор, чтобы усилить управление, провел реформы. В 1877 году, после того, как династия Цин захватила Синьцзян, к 1884 году Цинский двор официально учредил провинцию Синьцзян, сделав столицей город Урумчи. Была упразднена власть генерал-губернаторства в Кульдже, создана провинциальная система, подобная внутренним районам Китая, учреждена должность губернатора, сунь-фу, для управления территорией. Цинский двор поощрял массовое переселение ханцев из внутренних районов Китая в Синьцзян. Создание провинции ознаменовало первый случай, когда уйгурский край в форме провинции был полностью присоединен к Китаю. Историческое значение Синьцзяна для Китая трудно переоценить. Это и богатые природные ресурсы, и ключевой участок, без которого невозможен Великий Шелковый путь. Оглядываясь на историю уйгурского края, словно читаешь всю мировую историю. Эта обширная уйгурская земля является самой большой на территории Китая. От древней оазисной цивилизации до блеска Шелкового пути, от уйгурского каганата, спасавшего китайскую династию Тан до покорения маньчжурской династии Цин, уйгуры всегда побеждали, когда были сплоченными, и всегда проигрывали, когда начиналась междоусобная рознь. Так распался уйгурский каганат из-за войны элит. Так Богра-хан принял ислам, убил приемного отца и объявил джихад буддийскому Турфану, а исламская вражда хаджей привела к тому, что Апак хаджа позвал Джунгар захватить независимое уйгурское государство, что в конце концов привело к потере независимости и включению в состав Китая под китайским названием Синьцзян.